Значит, мы, белорусский ансамбль «Белая Русь». Мы белорусы, проживаем в городе Севастополе. У нас также есть культурно-национальный центр, куда, кстати, входят и чуваши, и мордва, и татары, и украинцы, и русские. Мы получили приглашение на ваш праздник. И, девочки, мы так счастливы, что мы на нем очутились. Во-первых, вот мы первый раз, да, на таком празднике. Праздник замечательный. Вы знаете, сегодня ночью я написала такой вот текст, который шел из глубины моего сердца. Россия – необъятная страна. Чувашии нашлось там тоже место. Пшеницей колосятся бескрайние поля, и слышен щебет птиц до самого рассвета. Какие песни там поет народ, какие танцы будоражат душу. Тут чтут традиции далеких тех времен. Земля родная, мы с тобой навеки. Особенности нашего чувашского году, и скажите для вас. Особенности – это ваша сплоченность, удивительная. Вот сегодня такая погода, она так расстроила весь этот праздник, и, казалось бы, все рассыпалось. Но на самом деле вы настолько мобилизованно смобилизировались, вы настолько правильно сориентировались, сели все в автобусы, пока мы приехали до этого дома офицеров нашего, у вас уже сцена готова, вы уже готовы, на сцене стоят ваши артисты и готовы уже выступать. Вы бесподобные люди, вы удивительные люди, и нам пример с вас нужно брать обязательно вот в этой мобильности. Да. Спасибо огромное. Да, я хочу дополнить о колоритности сказать, во-первых, этих номеров и вот этих костюмов. У нас тоже красивые костюмы, у нас есть концертные костюмы, но то, что мы сегодня увидели, ну, это очень красиво. Это не то, что это очень красиво. И вообще, вы молодцы. Вы лучшие. Спасибо вам огромное. С праздником вас всех поздравляем. Приезжайте к нам всегда. Мы рады вас видеть, рады учиться у вас тому, чего у нас, может быть, не хватает. Вот это я говорю мобильности. Раз и все готово у вас. Несмотря на эти непогодные условия и все другое. Спасибо. 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 В Севастополе народности друг с другом как живут? Вот чуваши, вы белорусы. Дружат. Мы дружим с чувашами, с вашими. Очень дружим. Мы их любим. И мы, знаете что, как-то были удивлены, что ваш герой национальный Чапаев, он оказался вашим земляком. Мы всегда считали, что он русский. А когда увидели на стенде ваших севастопольских чувашей вот это, мы подошли и говорим, это как? Они говорят, да, это так, это наш герой. Вот. И мы такой же стенд себе сделали тоже. И благодаря им. Да, спасибо. И в дополнение я хочу сказать, дело в том, что мы очень дружны. У нас в Севастополе проживает 39 национальностей. У нас небольшое помещение, но мы все вмещаемся в него, мы все дружим собираемся и обязательно присутствуем на всех праздниках. Мы приглашаем к себе с нашей бульбой, и драниками, да. И девчонки в обязательном порядке приходят к нам. Мы дружим, мы знаем друг друга очень много лет. Спасибо вам большое, что вот мы приглашены на такой замечательнейший праздник. Шикарный праздник. Спасибо вам огромное. Всех вас с праздником. Александр Иванович. Александр Иванович, вот вы тут развернули полевую кухню. Мне очень интересно, как вы вот... Попали на такое мероприятие, да. Рассказываю. Как вы попали? Рассказываю. Мы получили приглашение поучаствовать в вашем празднике. А поскольку в Севастополе наш казачий союз Русь любит эти мероприятия украшать полевой кухней, а ваше мероприятие с такими интересными, вкусными названиями для нас было вдвойне интересным. Поэтому сегодня утром, когда крапил дождик, грозился пойти крепко, мы разжигали эти котлы, рубили баранину, слушали эти певучие, красивые названия ваших блюд и с удовольствием готовили эти блюда, чтобы вас угостить
угостить. Я очень рад, я стоял на раздаче плова. У нас было 2 вида плова. Почему-то мой котел разошелся очень быстро. Он, наверное, был очень красивый, может быть и вкусный. Люди переходили с одного котла ко мне. Мне это радовало. Я раздал его в 2 раза быстрее. Кушайте на здоровье. Мы очень рады принимать участие в этом празднике. Наша крымская гостеприимная земля рада видеть съезд таких вот наших братьев, россиян, чувашей. С праздником нас! Что вы изготовили, что вы сварили, скажите нам. Вы знаете, вот плов я запомнил, шурпу запомнил, а потом еще было какое-то интересное слово, но не запомнил я его. Но мы его сейчас будем пробовать. Ну, спасибо. И вам спасибо за праздник. Году, и как вот, Ну, знаете, я вообще-то очень уважаю все праздники, особенно наши национальные нашей России. Я знаю, что казачество всю жизнь стояло на рубежах России матушки. И в казаках были не только. Я из казаков запорожских. Я украинец. Я казак запорожский. Но знаю, что в казачестве всякие есть казаки. И все мы, то есть не казаки, родные наши россияне, мы будем стоять на рубежах, мы будем стоять за дружбу и такие вот гостеприимные полевые кухни. спасибо. Атаман городского казачьего общества «Русь» Бебнев Вячеслав Борисович. А вас как зовут? Владимир Николаевич Рябых. Кто вы будете? Тоже казак. Казак. Вот казаки, нам еще до приезда сказали, что вот казаки нам будут помогать, мы с голоду не помрем в Крыму. Ну как, расскажите, как вы чувствуете с чувашами? Это вы расскажите, как там? Понравилось, чем вас угощали? Очень вкусно. Я чуть пробовала, только не успела все. Значит, сейчас мы непосредственно будем пробовать, снимать пробу. Значит, И вас приглашаем начали снять пробу. со вчерашнего дня готовиться. Сказали, что будет 500 человек. А оказалось тут, наверное, больше 1000. А хватило всем? Хватило всем. Мы ж не жалеем. Все для наших братьев, россиян. Ну и сестер тоже. Ну, братья и сестры. Мы все одного народа. Дети. Да. Ну, вы расскажите, пожалуйста, как вам наш Агадуй? Чем отличается от других праздников, от других национальностей и какие они чуваши? Ну, во-первых, значит, мы удивлены, как прошла организация. Молодцы, все организовали, да, ведь хорошо все прошло. Вот. Все очень весело, без эксцессов. Посмотрите, все ходят трезвые, все радуются, у всех на лицах улыбки. Это самое главное. Значит, получается, что все довольны гостеприимством севастопольцев. А танцы наши, песни наши, костюмы наши, как вы оцениваете? Значит, мы посмотрели и удивлены. На это костюмы, я думаю, что из глубокой древности идут. Вот то, что вы сохраняете культуру своих отцов, прадедов и пращуров, я считаю, что молодцы. И вот каждый народ России должен сохранять традиции пращуров. И тогда мы будем богаты культурой межнациональной, и все мы будем жить в мире и согласии. Спасибо. Ну, хочу добавить еще, помимо чувашей, на этом празднике полно крымских татар, есть армяне, русские, есть, вот как ни странно, вот мы тоже тут появились, да. Тут, ну, в общем-то, очень много народу, который проживает в Севастополе, очень много народу, который приехал. Трасса, которая недалеко пролегает, автомобилями просто заставлена, народу просто идет. А насчет ваших костюмов, нам вообще-то повезло в Севастополе. В Севастополе очень хорошее национально-культурное чувашское общество, которое много лет существует, которое никогда не теряло связь ни с другими национально-культурными обществами. Все время помогает, и город старается нам помогать. Ну, в общем, вот так и живем. В мире и согласии. А жены у вас не чувашки? Значит, я когда работал на инкерманском заводе марочных вин, вот, там у нас была чувашка, такая хорошенькая, все ее любили, такая добрая была, вот, а замуж вышла за грузина. Вот так вот. Не за вас. За грузина. Ну, говорят, у нас много чувашек вышли за казаков замуж, я поэтому говорю. Ну, самое главное, что у вас всегда вот на лице улыбка. Вот это
прельщает и Радует. радует, да, молодцы. Оптимизм какой-то такой. Оптимизм, да. Врожденный такой родовой оптимизм. И Это все с здорово. улыбкой. Доброжелательность. Не только улыбка, у нас трудолюбие. Видите, что творим? Дождь, не унываем, туда, сюда. Мы тоже дождь не унывали, готовили 2 полевых кухни, в дождь вымокли. Вы Слушайте, побежали, да? Слушайте, приезжайте на уборку винограда, поможете. Вы чё? Обязательно, обязательно. Мы везде... Давайте, чтобы своему правительству скажите, что нужно, чтобы такой праздник и праздники ваши, национальные праздники, вошли в традицию. Вот сделаем какое-то такое поле, где будут казаки, чуваши, да, татары. И вот, получается, будут Неожиданная мысль, все, надо подумать. все праздники будем, получается, вместе проводить. Вот, получается, на Курбан-Байрам, там, Ураза-Байрам, да, вот, это. Мы что, зла желаем? Нет, мы же готовы участвовать в этом празднике. И с вами, мы же участвуем с вами, и вы с нами будете. И вот провести, и когда мы будем вместе проводить эти праздники, мы будем добрее и будем с уважением относиться к культурам, к разным. Мы будем чувствовать, что мы разные, но мы должны уважать культуру других. И будет согласие. И будем вместе, когда мы едины, мы непобедимы.